шавкат мирзиёев санаи 2 август қарор дар бораи маҳви маҳбаси ҷаслик дар ноҳияи Кунградро имзо кард. зиндони ҷаслик солҳои тӯлонӣ аз сӯи ҳомиёни ҳуқуқ барои шиканҷа шудани зиндониён танқид мешуд. дар ин маҳбас бештар зиндониҳои сиёсӣ ва мазҳабӣ нигаҳдорӣ мешуданд. кумитаи зидди шиканҷаи Созмони Милали Муттаҳид ҳанӯз дар соли 2002 ба Ӯзбекистон тавсия дода буд, ки зиндони мазкурро бандад. маҳви маҳбаси машҳури ҷаслик дар Ӯзбекистонро созмонҳои байналмилалӣ, намояндагиҳои дипломатӣ ва кишварҳои ҷудогона, хусусан Иттиҳоди Аврупо хуш истиқбол намуданд. Эдуард Стипрайс, роҳбари ҳайати Иттиҳоди Аврупо дар Ӯзбекистон, аз ин қарори Шавкат Мирзиёев истиқбол намуда гуфт, ки ин як иқдоми сутуданӣ аст. дар ин бора расонаҳои ӯзбекӣ хабар дода навиштанд, ки қарори мазкур ҳамкориҳои Ӯзбекистонро бо Иттиҳоди Аврупо ба сатҳи нав хоҳад расонд ва диққати сармоягузорон ба Ӯзбекистон бештар ҷалб хоҳад шуд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ низ аз ин иқдом истиқбол намуданд. Стив Свердлов, пажӯҳишгар ва раҳбари созмони Human Rights Watch дар Осиёи Марказӣ, ба паём гуфт: бо бастани ин муассисаи ислоҳӣ президент Шавкат Мирзиёев ҷасорати бузурги сиёсӣ ба намоиш гузошт. The news that the president of Uzbekistan has ordered the closure of the Jaslik prison colony is undoubtedly positive news. ҳамаи шиканҷаҳои пурсарусадо дар Ӯзбекистон маҳз дар Зашлиқ рух медод. Таърихро бояд омӯхт, иштибоҳҳо набояд такрор шаванд. бо бастани ин муассисаи ислоҳотӣ президент Шавкат Мирзиёев ҷасорати бузурги сиёсӣ ба намоиш гузошт. ҳамчунин Надежда Атаева, президенти Ассотсиатсияи дидбони ҳуқуқи башар дар Осиёи Миёна, ба паём гуфт, ки бояд ин зиндон ба музей табдил дода шавад ва мақомоти Ӯзбекистон аз мардуми ин кишвар узр пурсад. ҳоло ин ҳомии ҳуқуқи инсон Надежда Атаева дар хатти алоқа бо мо ҳастанд ва розӣ шуданд, ки дар ин бора маълумот бидиҳанд. хонум Атаева, дуруд ба шумо. мегуфтед, ки ин маҳбас чӣ гуна маҳбасе буд ва чаро созмонҳои байналмилалӣ аз бастани он истиқбол намуданд? Добрый день. Речь идет, наверное, о колонии. Это учреждение пенитенциарной системы Узбекистана, находится она в поселке Жаслык. Была она создана в 1997 году. Значит, и в народе, и была под таким номером 6471. Известна народу как колония Жаслык. Это не тюрьма, то есть там не подследственные, а уже осужденные содержатся. И эта колония известна тем, что там систематически проводились пытки, люди содержатся в условиях, в общем, в таких условиях, которые, как правило, надрывают, наносят ущерб здоровью человеку. Достаточно сказать хотя бы то, что эта колония находится на территории, где ранее, в советский период, проводились испытания биологического оружия. Поэтому там зимой температура -40, а летом +60. Представляете, вот при таких климатических условиях люди содержатся там, которые приговорены к пожизненному заключению за самые тяжкие, особо тяжкие преступления. Значит, изначально эта тюрьма была построена в этих условиях для того, чтобы изолировать террористов и экстремистов от общения с другими осужденными, чтобы, они не пропагандировали свои экстремистские идеи. Но на практике сложилось так, что эту тюрьму заполнили люди, осужденные по политически мотивированным приговорам. И в 2002, по-моему, году появились документальные свидетельства того, что заключенных просто реально варили в кипящей воде. И эти ужасные фотографии получили огласку благодаря бывшему послу Великобритании Крейг Мюррей.
И просто весь мир был в шоке от того, что происходит с заключенными и под какими пытками они дают признательные показания, ложные показания против себя и других лиц. И مثل زندان‌های امروزه تاجیکستان. аналогичная практика и в Таджикистане, и в Туркменистане. Но в Узбекистане в 2002 году, после вот этого шума вокруг этих фотографий, страну посетил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Тео Ван Бовен. И он посетил эту колонию, он посетил тюрьму в Андижане и многие другие колонии, встречался с родственниками заключенных и приговоренных к смертной казни. В итоге через год, в 2003 году, вышел доклад этого спецдокладчика, и там были рекомендации, 22 рекомендации в адрес правительства Узбекистана. На основании этого доклада был принят национальный план по предотвращению практики пыток в Узбекистане. Так вот, одним из пунктов вот этих 22 рекомендаций была строчка о том, что нужно ликвидировать тюрьму Жаслык как особо опасную территорию, источником которой являются пытки и смерть заключенных под пытками. Я знаю, что там оперировали заключенных без наркоза, и многие теряли рассудок. И в таком состоянии они содержались в камерах вместе с остальными заключенными, имея уже диагноз буйной шизофрении. То есть это кошмар, что мы получали оттуда письма, тайно передававшиеся нам, где описывались эти пытки, издевательства. И поэтому, безусловно, ты не можешь, читая вообще эти страдания людей, невозможно оставаться равнодушным. И поэтому мы везде во всех докладах ставили вопрос о ликвидации этой тюрьмы. طوری که شما میگویید اگر هنوز سال 2002 به مقامات ازبکستان رژیم کریموف سابق پرزیدنت این کشور کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد توصیه داده بود که باید این محبس را بندد، اما تا به امروز بسته نشده بود. حتی بعد توصیه سازمان ملل متحد باز 17 سال دیگر فعالیت داشت. 17 лет власти не просто не закрывали эту колонию, они продолжали строить новые корпуса. Понимаете? Они, наоборот, не закрывали ее, а ее расширяли, чтобы туда вместить как можно больше людей. به جای بستن فعالیت این محبس را وسعت بخشیدند. Но в этой же колонии. И поэтому 17 лет Узбекистан не выполнял требования спецдокладчика. И вот 2 августа президент Мирзиёев подписал решение, я уж не знаю, постановление это или акт, о том, чтобы закрыть эту колонию. Но закрытие этой колонии, оно не в том качестве, в котором мы ожидали. Эту колонию перевели в другой статус. Теперь ее передали МВД Каракалпакстана для того, чтобы там создать следственный изолятор номер 2. Но извините, осужденных теперь там не будет, там будут подследственные. Но чем меняется ситуация, если люди там продолжают оставаться? Поэтому наша организация, я лично, мы сейчас, комментируя эту ситуацию, призываем к тому, чтобы сделать все возможное о полнейшей ликвидации этого учреждения. Звучат самые разные мнения, вплоть до того, что нужно в этом учреждении создать музей памяти жертвам. Но я, например, считаю, что это не нужно делать, потому что есть в истории другой пример. В стране, как Узбекистан, где очень слабое гражданское общество, где очень коррумпировано высшее руководство страны. И если мы будем сохранять в любом качестве это здание, то там обязательно будут продолжаться преступления. اکنون که این محبس بسته شدنش چی نتیجه میدهد؟ Я считаю, что для Узбекистана нужно
отказаться от информационных манипуляций, а просто сделать смелый шаг. И я считаю, что президент Шавкат Мирзиёев, если он на самом деле хочет, чтобы его считали реформатором, он должен признать, что факт пыток в Узбекистане существует, и что он, как гарант прав и свобод человека, готов взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы эта пагубная практика прекратилась. И как только Узбекистан сможет победить деспотию и пытки, я уверена, что пойдет прогрессивное развитие и гражданского общества, и реформирование политического режима. И мы действительно перейдем тот самый барьер, который сегодня сдерживает доверие к этой власти. Иначе ничего не изменится, как не изменилось и после того, как объявили о ликвидации Службы национальной безопасности. На самом деле ее просто переименовали в Службу государственной безопасности. Вы знаете это. И в свое время, несколько лет назад, закрыли андижанскую тюрьму, которая была во время андижанских событий, в которую вторглись, да, и были вот эти трагические события. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, если мы хотим, чтобы в обществе началась гуманизация, нам нужно на самом деле ликвидировать все символы зла, которые связаны с режимом Каримова, и дать возможность общественности, возможность обеспечить общественный контроль. Но вы понимаете, мотивация, во-первых, если в стране нет пыток, если страна отказывается от практики пыток, то, естественно, нет смысла людям уезжать за границу и эмигрировать. Нету просто смысла. Тогда государство будет пользоваться доверием в стране, значит, не будет политических узников. Если людей не пытают, они не будут бояться защищать свои права. Значит, это будет, безусловно, отражаться на развитии независимой судебной системы. Ведь смотрите, в международном праве пытки являются абсолютной защитой, абсолютной. И пытки, практика пыток не может являться внутренним вопросом. Это вопрос любого демократического государства. Понимаете? Поэтому если любая страна обращается, призывает правительство другой страны, например, такой, как Узбекистан, отказаться от практики пыток, то это ее прямая обязанность, потому что если пытки в Узбекистане, то обязательно будут беженцы, обязательно будут политические узники. И, безусловно, на международной арене к такому государству не будет доверия. Инвесторы, добросовестные инвесторы никогда не пойдут вкладывать свои инвестиции в страну, где практика пыток занимает ключевое место в ситуации с правами человека. آیا این تصمیم پرزیدنت ازبکستان و بستن محبس جسلیک، محبسی که مشهور به شکنجه گوش‌ناشنیده محبوسان بود، به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان تاثیر مثبت خود را رسانیده میتواند؟ چون در تاجیکستان هم امروزها شکنجه و قتل و کشتار زندانیان تجربه می شود. Ну, вы знаете, мне сложно сказать, что они быстро повлияют. Поэтому я думаю, что, во всяком случае, как хороший опыт, так и плохой опыт, он заразителен. Будем надеяться, что это, безусловно, отразится. Но нужно начинать, да. Мне сейчас очень сложно сказать. Вы знаете, вообще Центральноазиатский регион, он очень сложный. Вы посмотрите, какое злое соседство, да. Ну, и Узбекистан, это же и любая из центральноазиатских стран, она не может определить для себя пример. Во всех 5 странах практика пыток имеет широкий размах. Поэтому здесь нужно присутствие международных
организации, активная позиция правозащитников крайне необходима. Очень важно, чтобы правительства этих стран сотрудничали с органами международного права и участвовали, откликались на те индивидуальные жалобы своих граждан, которые поступают в исполнительный комитет ООН. Если мы хотим, чтобы наши страны вырвались из списка деспотичных режимов, то мы должны на это идти. И от этого во многом зависит очень полезная активная деятельность и правозащитников, и журналистов. تشکر به شما که به سوالهای ما جواب گفتید. سلامت باشید. Всего доброго. بینندگان عزیز، طور همگان آگاه هستیم در اکثر محبس‌های تاجیکستان نه تنها شکنجه‌های طاقت فرسا، حتی قتل و کشتار هم تجربه می شود. طول یک سال آخر تنها در 2 زندان تاجیکستان با بهانه آشوب نزدیک به 100 نفر کشته و ده‌های دیگر تا به حال بی‌درک شده‌اند. همه روزه شکنجه و عذاب محبوسان در زندان‌های تاجیکستان رسانه‌ای می شود. اما مقامات تاجیکستان نوابسته به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد به جای آزاد کردن محبوسان بیگناه شکنجه‌های آنان را اوج می‌دهد. کارشناسان تاجیک میگویند باید این تصمیم پرزیدنت ازبکستان برای راهبری تاجیکستان یک مایه عبرت باشد. در کشور ما امروز بر جای بستن زندان‌های جدید ساخته استادند، زندان‌های نو می‌سازند و مردم در آنجا شکنجه می‌شوند. مثل که ما شما گواهیم حادثه خونین و ننگین زندان شهر خوجند و همچنین حادثه خونین زندان شهر وحدت و همچنین مسمومیت زهرآلود شدن زندانیان در طریق منتقل شدن از ولایت سقوط به شهر دوشنبه. خب اینا هم شاهدی از آن میدهند که در کشور ما فقط به جای آنکه حکومتداران برای آزادی مردم کوشش کند، برعکس به مردم جبر و ظلم میکنند. وضع زندانیان کشور وضمین است، مردم در حالت بد قرار دارند و باید که این اقدامی که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف کرد و این زندان را بست برای تاجیکستان درس عبرت شود، چون روز فرا خواهد رسید که اینها از سر قدرت نیست میشوند، میروند و یک شخص عادل به سر قدرت خواهد آمد. تاریخ اینها گواه هست، ما میبینیم، ولی اینها تا ابد در تاریخ رسوایی میمونند.